Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сколько картин уцелело во время пожара в Национальной картинной галерее и подлежат ли они реставрации? О рекомендациях и предложениях Государственной комиссии по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Дмитрия Гурия. В Донецке простились с заместителем командира интернациональной бригады «Пятнашка» Владимиром Харабуа. В ночь на 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуми, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сукума, Гудауты, Гулрыбша и Ачимчиры. К 7 часам утра пламя было локализовано, однако галерее нанесен невосполнимый ущерб. Сгорели порядка 4000 картин, среди которых работы Александра Ширвашидзе-Чачба, Марины Эшба, Варвары Бубновой, Амирана Адлиева, Ольги Брендель и других художников с мировым именем. Небольшая часть картин уцелела. Сейчас специалисты определяют степень их повреждения, чтобы наметить план реставрации. Репортаж Лауры Капш. Пепел и сажа – это практически все, что сегодня осталось от здания картинной галереи. Неравнодушные граждане, художники вот уже второй день выносят из сгоревшего помещения картины, которым чудом удалось уцелеть. Из 4000 работ уцелели всего лишь 200. Это невосполнимая потеря культурного наследия республики, трагедия государственного масштаба. Ведь здесь хранились произведения знаменитых на весь мир абхазских художников, таких как Александра Ширвашидзе Чачба, Марины Эшба, Варвары Бубновой, Амирана Адлиба, Ольги Брендель и других. Вот если мы возьмем работы Чачба, это уникальные. В его время у нас на Кавказе не было равного художника. У него были прекрасные работы, и все погибло. Это трагедия. Бубнова погибла, ее работы. Петрова, Кондорова, очень много работ погибло, которые, вот, скажем, до революции, после революции у нас были хорошие работы. И современных советских художников тоже очень много погибло. Это большая трагедия. Ари милат трагедию без банзар, ари асахя тыхыч рымацара рагдзам, исту ари тун апсу милат культура айзхара, айца гылара, на харахатхункара ацара ячу айбишра дуялтаз, а милат духа дзырзгоз, апхи гылаз ахархарта куирваку, асахар кырат хархарта. وريقنتي يحوج حكشم ياشا شصحب يتسيشتي خشارة حكشم حقو أخا يقاليت زي جراحة حزت شو زي كرشك صحزلت شايوز اختص عبري حنالت شايوز يا سرجيع عمتالا زنا министр уса нызвази на враги на крынту из цара халат шаджахен халагахен Пушкин их зхоме дуч ико хазы яра язгвато ахыбра ноги шош друет это глаза аша убри язкна реконструкция проект по архитектор напьенца на Абаси Ахцахан ахешу аллаги ишу аллаги убри а проект на Хагдзарте глаза Шахмой. Работы по поиску уцелевших картин на месте не прекращаются. Художники в куче пепла с надеждой ищут репродукции, натюрморты, пейзажи. Бра обшалет макяна, абрихахгуло тупа она ирачопа документация ко акрекуханир азар зеги абри раскопка ко на арцоевши цухтон пи абриц хапшанза абри ус дашакала хазнук аладзон рабхи гуло брио боже акрахзекун хозар екур харпико екур хатоп обриес худступ анаюсан Избетоп харасета хузера, ек хазусум тахучкак геба хурт, ек хайтха, абулраялтаз
сахякошер схуцири яхарака масляна живопись что агана хала иқацуро урт хаза реставрация стаху усун такоб убуртги цохтон пи сахя анзе екхазге курхату убри айбет яхпати язхуцту божташа танкла хапха айгуло бипара кварзухонан чей озернаса бипара чосайч ага айц агларе ячу но убурт рамта она брюза атагла заашер моко дашакапха аего тагла заашах запцозар абрёб из худсту яха. Уцелевшие работы сейчас находятся в реквизитном зале Абхазского театра. Они будут перенесены в Национальную библиотеку, где уже подготовили целый зал, отметили в Министерстве культуры. Часть сгоревших в пожаре работ была оцифрована, отметил директор Национальной картинной галереи Сурам Саканя. Однако это лишь малая часть. В ближайшее время в Сухум отправится команда Министерства культуры России, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации. Настоящая трагедия в Сухуме. Думаем вместе с коллегами из Абхазии, чем помочь. Написала после случившегося на своей странице министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. По факту имевшего место в ночь на 21 января пожара в ЦВЗ сотрудники МВД на месте происшествия осуществляют сбор первичного материала. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло примерно в половине 4 утра. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара вплоть до поджога. Лаура Капш, Тимур Гогохя, Абхазское телевидение. Генеральная прокуратура проводит процессуальную проверку по факту пожара в ЦВЗ. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин возгорания, размера нанесенного ущерба и определение лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности. Вопросы, связанные с пожаром в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, обсудили депутаты парламента на заседании сессии. Они приняли заявление об утрате фонда Национальной картинной галереи. Считаем, что уровень государственной поддержки учреждений, деятельность которых связана с задачами сохранения истории и культуры Республики Абхазия, должен возрасти до полноценного обеспечения их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями безопасности, отмечается в документе. Парламентарии считают, что компетентные органы должны провести тщательное расследование случившегося и уделить особое внимание колоссальному ущербу, нанесенному пожаром историко-культурному наследию народа Абхазии. Также было принято постановление об обращении к Кабинету министров Республики Абхазия, в котором депутаты рекомендуют создать специальную комиссию на предмет проверки соответствия требованиям охранной и пожарной безопасности всех историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений и предметов. Члены Общественной палаты, как и весь народ Абхазии, потрясены трагедией, случившейся в здании ЦВЗ, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи. Общественная палата Абхазии призывает органы правопорядка тщательно расследовать причины пожара и готова стать площадкой для специалистов, общественных деятелей, меценатов и неравнодушных граждан, способных оказать поддержку государству и сделать вклад в сохранение и приумножение общих культурных ценностей и наследия. Сотрудники службы госбезопасности задержали подозреваемого в совершении анонимного звонка о заминировании Сухумской второй средней школы. Им оказался несовершеннолетний гражданин республики. Детали в материале пресс-службы СКБ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия во взаимодействии с УВД МВД Республики Абхазия по городу Сухум продолжили комплекс оперативно-розыскных мероприятий по факту дачи ложных сообщений о минировании зданий второй средней школы города Сухум и торгового центра «Вавилон» в городе Гудаута. Несовершеннолетний гражданин Республики Абхазия, подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, был установлен и доставлен с родителями в УВД города Сухум. В ходе оперативно-технических мероприятий была выявлена схема отправки ложного сообщения, а именно установлено, что подросток подписался на закрытый телеграм-канал, модераторы которого находятся за пределами Республики Абхазия, и состоял с ними в активной переписке. Участники закрытой группы обсуждали возможность осуществления анонимного звонка с целью вовлечения подростка в их сообщество.
В результате переписки участники группы сподвигли подростка к осуществлению противоправных действий. После осуществления анонимного звонка, эвакуации здания и выезда оперативных служб на место происшествия подросток осуществлял видеосъемку, которую впоследствии загрузил в указанную группу в качестве отчета своих действий. По данному факту в настоящее время проводится сбор материалов для последующего принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 201 УК Республики Абхазия «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С целью установления личности и местонахождения модераторов данной группы продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Необходимо отметить, что истинная цель таких интернет-атак – это совершение более тяжких преступлений руками детей и подростков из расчета на их доверчивость, стремление к самостоятельности и самоутверждению. В связи с чем СГБ Республики Абхазия призывает родителей, педагогов общеобразовательных школ быть более бдительными, обращать внимание на активное использование соцсетей и проводить с молодежью необходимую разъяснительную работу. МИД Абхазии создал рабочую группу по взаимодействию с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ее возглавил Эдгар Гвазава. Глава МИД Абхазии Налардзамба провел онлайн-встречу с послом России в ОАЭ Тимуром Забировым. Министр сообщил, что главная цель этой группы – налаживание контактов в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Россия готова содействовать в этой работе, сказал он. На недавних переговорах с Сергеем Викторовичем Лавровым рассматривались возможности для создания, скажем так, первичных условий для развития, установления контактов между Республикой Абхазия и Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере, прежде всего, инвестиционных связей. Это очень важное для нас направление. Активно идет работа по улучшению инвестиционного имиджа, активизации инвестиционной политики Республики Абхазия. В этом смысле Сергей Викторович поддержал такую возможность. Затем активную поддержку нам оказывает Михаил Леонидович Богданов, спецпредставитель президента России, замминистра. И мы в этом смысле видим большие серьезные возможности. С нашей стороны мы создали рабочую группу по развитию отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Ее возглавит помощник министра Эдгар Гвазава, юный человек, однако же уже имеет достаточно серьезный опыт работы в В Донецке простились с заместителем командира интернациональной бригады «Пятнашка» Владимиром Харабуа с позывным «Микич». Уроженец Абхазии Владимир Харабуа с первых дней СВО принимал активное участие по защите мирных жителей Донбасса. В ДНР отправился министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня, чтобы доставить тело погибшего воина на родину. Репортаж Али Китрапш. 20 января при украинском штурме города Авдеевка погиб уроженец Абхазии, заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка» Владимир Харабуа. С первых дней начала СВО по защите Донбасса Владимир Харабуа под позывным «Микич» принимал активное участие в спецоперации. Он был одним из самых опытных полевых командиров. Харабуа участвовал во всех крупных операциях российских войск на Украине. Всегда был на передовой со своими бойцами. Так было и в момент его гибели, когда руководил штурмовыми группами прямо из окопов. Микич, он стал моим близким другом. За это время я когда приехал сюда в апреле 22-го, я с ним познакомился сразу же. И так получилось, что мы сблизились. Этот человек огромной души. Он отважный воин. И он достаточно суров был и в бою, и на обучении. Но он всегда говорил, что пацаны, лучше вы здесь у меня понарошку умрете, чем вы умрете там, погибнете. И поэтому он был очень требовательным. Но при этом он был огромной души, огромного сердца, очень добрый человек. И поэтому мы с ним как-то очень сразу сошлись. Я ездил с ним к нему на родину, был у него дома, общался с его младшей дочкой, очень милой девочкой. И это потеря, это серьезная потеря. И прежде всего я хотел бы сказать его родным и близким, чтобы они держались. Он действительно герой абхазского народа, он достойный сын Абхазии. Ушел как воин, как настоящий герой на переднем крае. А его память должна быть увековечена не только памятником, но и как минимум улицей
названный в его честь, в честь Владимира Харабова. Сильный духом, надежный, яркий, заботливый, храбрый и бесстрашный. Именно таким помнят друзья и боевые товарищи Владимира Харабова. Гибель славного командира – большая потеря для батальона «Пятнашки». Владимиру Харабова было 42 года. Настроение боевое? Настроение боевое. Когда не было боевое, всегда боевое. Отлично. Веришь в своих пацанов? Верю, за ними иду. Вова был одним из опытнейших бойцов подразделения. Ну и был нашим настоящим другом, братом. Одним из тех, кто первый с начала СВО приехали сюда с командиром вместе. Его утрата, потеря его там, это очень серьезная утрата для всех нас, да и для народа Абхазии, потому что таких искренних, таких настоящих людей, я считаю, очень мало. И мы все скорбим и приносим самые искренние соболезнования родным и близким. В Донецке состоялась церемония прощания с Владимиром Харабова. Память о бесстрашном воине будет жить вечно в сердцах его боевых товарищей. МЧС Абхазии во главе с министром, специальным представителем президента Абхазии в новых регионах России Львом Квициня направились в Донецкую республику для доставки тела Владимира Харабова на родину. Аля Катрапш, Абхазское телевидение. Прокуратура Сухума проверяет сообщение о преступлении в отношении гражданки России Софии Олейник, которая пропала без вести 27 декабря, сообщает «Спутник Абхазии» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Личный состав МВД, сотрудники городских и районных органов внутренних дел, а также СКБ продолжают поиски девушки. По итогам будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения по подследственности. Итогам оперативно-служебной деятельности Гагарского районного отдела внутренних дел было посвящено выездное совещание министра внутренних дел Роберта Киот. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киот провел выездное совещание в Гагарском районе, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности отдела за 2023 год. О работе управления внутренних дел по Гагарскому району доложил начальник, подполковник милиции Денис Айба. Так, за отчетный период было зарегистрировано 130 преступлений. Из них раскрыто 117. Процент раскрываемости составил 90%. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 145 преступлений. Из них раскрыто 125. Процент раскрываемости составила 86,2. Из 130 зарегистрированных преступлений тяжких 44. Раскрыто 32. Процент раскрываемости составляет 72,7. Из общего количества преступлений зарегистрировано это убийство с покушением 4 факта, из них раскрыто 3. Изнасилование с покушением 1 факт раскрыто. Телесные повреждения 3 факта, все 3 раскрыты. Хищение оружия и боеприпасов 1 факт раскрыто. Кражи, тайное хищение чужого имущества 28 фактов, из них раскрыто 16. За 2022 год было совершено 36 фактов, из них 21 раскрыто. Преступление уменьшилось на 8 единиц. Грабежи, открытое хищение чужого имущества 4 факта, все 4 раскрыты. Незаконное ношение и хранение оружия 12 фактов, все 12 раскрыты. Незаконный оборот наркотических средств 33 факта, все 33 раскрыты. Следственными подразделениями УВД по Гагарскому району в суд направлено 55 уголовных дел, из которых осуждены по 29 уголовным делам. Сотрудниками УВД по Гагарскому району за 12 месяцев 2023 года в УВД доставлено 746 человек, из них привлечены к административной ответственности 686. За употребление наркотических средств привлечены к административной ответственности 59 человек.
В ОУР УВД по Гагрскому району значится 38 разыскных дел. Из них были задержаны 4 человека. Без вести пропавших 16. Неопознанных трупов значится 2. Службой милиции общественной безопасности было обеспечено 220 судебных процессов и 69 культурно-массовых мероприятий. Айба также доложила о работе милиции общественной безопасности в области противодействия нелегальной трудовой миграции и борьбой с незаконной добычей криптовалют. За отчетный период сотрудниками МОП привлечено к административной ответственности 746 человек, составлено 229 материалов и пересланы в суд Гагрского района, из которых 24 граждан иностранных государств были выдворены из территории Республики Абхазия. Сотрудниками управления внутренних дел также совместно с сотрудниками службы госбезопасности по Гагрскому району за 12 месяцев было обнаружено и изъято на территории Гагрского района 530 аппаратов по добыче криптовалюты, которые были направлены на временное хранение и склады Гостехнадзора. На территории, обслуживаемой Цандрипским отделом милиции, за отчетный период 12 месяцев 2022-2023 года зарегистрировано 43 преступления, из них раскрыто 40. Статистика свидетельствует о том, что количество преступлений уменьшилось на 4 единицы. Динамика раскрываемости преступлений положительная. По городу Пицунда за отчетный период 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 13 преступлений, из которых раскрыто 10, что также свидетельствует о положительной динамике раскрываемости. Денис Айба доложил о том, что по Бзыбскому отделу милиции за отчетный период 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 9 преступлений уголовного характера против 15 прошлого года, где все раскрыты. Сотрудниками ОГАИ УВД по Гагрскому району в отчетном периоде было составлено 12 241 протокол за нарушение правил дорожного движения. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 470 протоколов составлено. Правом управления автотранспортными средствами были лишены 469 человек. За аналогичный период 2022 года было составлено 9035 протоколов. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 663. При этом хотелось бы отметить, что на территории Гагрского района за отчетный период произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, в результате которого погибли 13 человек, пострадали 87. За аналогичный период прошлого года 62 ДТП, в которых погибли 19 человек, пострадали 61. Анализируя цифровые данные по дорожно-транспортным происшествиям, можно отметить, что количество ДТП в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 2 единицы, количество смертности уменьшилось на 6 единиц. Усилить работу в отношении кадрового обеспечения Управления внутренних дел по Гагрскому району поручил министр внутренних дел Роберт Киут. Генерал-майор милиции Киут отметил важность географического расположения района, назвав его визитной карточкой республики. Нужно поднимать имидж и авторитет для того, чтобы люди к нам стремились. Когда будет уровень доверия на той планке, чтобы люди сюда шли, скорее всего, это все будет зависеть от вас. Конечно, мы в свою очередь будем стараться делать все необходимое, в плане увеличения заработной платы, конечно же, в первую очередь, то, что необходимо, в принципе, то, что нами делается. Вы знаете, что за прошлый год есть какие-то определенные достижения в этом направлении. Можно сказать, немного, но то, что можем. Дальше будем еще продолжать в этом направлении работать. Материально-техническую базу будем улучшать, будем помогать максимально. Но при всем при этом хотелось бы попросить, чтобы была отдача, в свою очередь, тоже такая же. Гагрский район, я повторяюсь, но для всех это ясно и понятно, что это самый основной курортный район, визитка Республики Абхазия. То есть то, как мы будем выглядеть вообще в целом, как наши сотрудники будут себя представлять, так и будут думать о нас об Абхазии. В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Руслан Ажиба, заместитель министра полковник Беслан Чкадуа. Руководители ведомства также высказали ряд замечаний по веренным им направлениям. Так, Руслан Ажиба поручил усилить работу оперативных подразделений. В свою очередь, Беслан Чкадуа назвал работу ОГАИ Гагрского района неудовлетворительной. Есть вопросы у нас по линии госавтоинспекции, за то, что мы обсуждали на прошлом совещании. Несмотря там на те цифры, которые большие по выявлениям, но тем не менее там выявления в части
нахождение в нетрезвом состоянии, они недостаточны. 470 на весь район за целый год – это мало. Если взять в сравнение, то в городе Сухум за такой же период более 1000 выявлений. То есть, понятно, да, что недоработка идет в этом направлении. Понятно, что начальника ГАИ нет, есть исполняющий обязанности, но тем не менее личный состав, если взять по количеству, то он один из самых больших. Понятно, что и район не маленький, да, но 40 человек у нас нет ни в одном подразделении столько людей. Значит, у нас происходит, или мы неэффективно ими управляем, или мы замещены, люди занимаются не своим делом и должны работать где-то в другом подразделении. Я, как было вами задача поставлена, в ближайшее время мы, значит, определимся по кандидатуре исполняющего обязанности начальника ГАИ и будем принимать меры и рассматривать индивидуально каждого сотрудника результаты деятельности за год, потому что, несмотря на то, что количество большое, обеспечение есть, а результаты, к сожалению, у нас не удовлетворительны. Присутствовавший на совещании прокурор Гагрского района Беслан Пкин и заместитель главы администрации района Адамур Цышба отметили высокий уровень взаимодействия с сотрудниками и руководством УВД. По итогам совещания министр Роберт Кют поручил личному составу усилить работу по всем направлениям, о результатах которой начальникам необходимо докладывать ежедневно. 21 февраля исполняется 150 лет со дня рождения родоначальника абхазской письменности, писателя, поэта, этнографа, автора абхазского алфавита, видного общественного деятеля Дмитрия Гулия. Согласно распоряжению президента Аслана Бжания, создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Работу комиссии возглавляет вице-президент Бадра Гунба. О рекомендациях и предложениях, озвученных членами комиссии, в репортаже Асиды Малия. Нежно влюбленным в свою страну называл московский профессор Алексей Башкиров абхазского писателя, поэта, этнографа и историка Дмитрия Гулия. И в своем определении он был совершенно точен. Иначе нет объяснения трудоспособности Дмитрия Иосифовича. Невозможно переоценить его лепту в развитии научного, культурного и в целом национального сознания абхазов, чего говорить об его потомках и учениках, благодаря которым пышно расцвел литературный сад абхазов. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия в богатом разнообразии отражает творческий путь писателя. К сожалению, объект особого культурного значения в неудовлетворительном техническом состоянии. Мешает незаконная пристройка, возведенная соседями. Электропроводку необходимо заменить. Нет пожарной безопасности и круглосуточной охраны. Кровля в аварийном состоянии. Все это влияет на работу и, что хуже, на состояние экспонатов, большинство из которых нужно реставрировать. Чрезвычайно богат архив литературно-мемориального музея, потому в первую очередь необходимо создать надлежащие условия, считает директор музея Светлана Курсая. Зумнеди дай бар избаноксер арах юзнеум, анах юзнеум. Абарта проблема кузиги зиграбхиглу. Дара экспонат кой хамузиги уртки реставрация тахуб. Иждирует хам тезби музей тахракушуку иней уахубшча интерес рекурса зихна я тахку дари рацу алла шары наркна ризиги псахбу. Вице-президент Бадра Гунба сообщил, что по поручению президента Аслана Бжания по капитальному ремонту объекта готовится проектно-сметная документация. Согласно предварительным расчетам, понадобится порядка 10 миллионов рублей. уже Ячуп, Ешал Галагевш, нас скуяны год сентай так заны ускок хрлагапха. И зашхаза хабрака яра музею на музей Бурико. Беслан Федоров Хазацклав Шразиот. Деятельность родоначальника абхазской письменности необходимо широко отразить в культурной, образовательной, научной сферах жизни, широко светить и в СМИ. Ежегодно ко дню рождения Дмитрия Гулия в школах республики проводятся открытые уроки, конкурсы, соревнования. Министр просвещения Инал Габлия предложил совместно организовать выставки и ряд других мероприятий. Хазхазы уилка пуски ими пага шарацропаха
концерт дома, айлатора дома, конференция дома, университет уга, академия ома, без хайцхотсна, хучкалархуна, без куяна года хайехотха. Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазы отметил, что за 50 лет не было выпущено ни одного нового сборника произведений Дмитрия Гулия. Потому стоит предусмотреть выпуск книг в 8 томах. В случае одобрения предложения Абхазу сказал, что в этом году удастся выпустить первые 2 тома. Директор абхазского госиздательства Даур Начкебия сообщил, что за прошедшие 10 лет было переиздано несколько книг Дмитрия Гулия, в их числе роман «Камачич». А работа над новым академическим изданием займет не менее 5 лет. و комментарий квацу погиба гана хала ускан пе царава ядрбала заджаба расоп харе хаму брёк уже хаб чирчус на академическое издание что хала гарс квитаздги уяла гатун хужук сарабха не цаха уже واحد شك حمد زمي تحجوا من تريش خشخو جس يخد بيوشا بقارة كوري كورشانا يخد بي графика كورشانا جس تجرى. Главный редактор журнала «Алашара» Анатолий Лагула рассказал, что в номерах газет «Апсны Амцабс» и журнала «Валашара Амта» и «Траджа» готовятся материалы, повествующие о жизни и деятельности Дмитрия Гулия. И тыжзер дари бзихон хасбианаго и тапсышла и тыркшла и лацана шокна еригвала шаракой срасхуштари тырктулин хох джинджварсыхаки априянуха хатырызки даргранагон избанзер ер тырктулин бит шази хигаз зигизиге мне турх и гаджуби срасхуштари поэми Наряду с этим Анатолий Лагула предложил издать сборник красочно иллюстрированных детских произведений. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапо считает необходимым проведение научных конференций. Также он предложил издать сборник, включающий в себя статьи Дмитрия Гулия. Члены комиссии обсуждали вопрос создания документальных фильмов. Наряду с этим на телеканалах Абхазской гостелерадиокомпании и Абаза ТВ рекомендовали трансляцию тематических роликов. Председатель Союза журналистов Руслан Хашик сообщил о возможном объявлении конкурса среди работников СМИ на тему жизни и деятельности Дмитрия Гулия. Наряду с этим Министерству культуры поручено разработать макеты с цитатами для баннеров, которые будут установлены вдоль республиканской трассы в столице и районах. Генеральный директор Абхазской гостелерадиокомпании Ирина Агареба отметил, что запланированная комиссией работа крайне важна, в том числе и в идеологическом ключе. Студенты примут активное участие во всех мероприятиях, рассказала проректор по научной работе Абхазского госуниверситета Джульетта Адлиева. Она отметила, что программа охватит все кафедры и факультеты. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет в АГУ действует программа стипендии имени Дмитрия Гулия. Члены комиссии заседали несколько часов и успели обсудить множество предложений, которые лягут в основу плана проведения юбилейных мероприятий. Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Из-за обильных осадков, выпавших 21 января, поднялся уровень воды на реке Киласур, в результате чего сорвало около 20 метров трубы напорного водовода, проложенного через реку. В связи со случившимся с 22 января до 26 января без подачи воды останутся потребители района Турбазы, улицы Чанба, сел Дзукта и Баслата, сообщает водоканал. Нехватка воды будет ощущаться на верхних этажах высотных домов по Кадорскому шоссе. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Пики магнитной бури прогнозируются на 6 утра и 12 часов дня. При этом она будет уровня G1, который оценивается как слабый. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, 23 января на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен дождь, снег с дождем. Днем осадки маловероятны. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью +3, днем 7 градусов. Температура морской воды +11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.